Уникальность в том, что мы хотим перерабатывать рыбу, которая добывается на территории Республики Беларусь. Это первоочередная задача – довести хороший качественный продукт нашего потребителя. Не в живом виде, как он продается сейчас на прилавках, а именно подготовить, чтобы хозяйки имели хороший качественный продукт у себя на столе, удивили свою семью, и чтобы это у них более-менее занимало меньше времени на готовку. Разрабатываем большую рецептуру продукции качественной именно с нашей белорусской рыбой. Кроме этого, заключены партнерские отношения с Окорек Морепродукт, которая добывает рыбу на Камчатке. У них есть свой флот, они добывают данную рыбу и будут поставлять ее нам. В перспективе переработки. Обеспечить наши торговые сети. Ну, экспортную составляющую тоже никто не исключает. Консервы будут производиться и классические, в томате, в масле, в рапсовом масле, с добавлением разных специй. Будут производиться и в собственном соку. Еще здесь у нас будем производить вяленую рыбу, сушеную, пресервы и консервы. Это и уже полуфабрикаты для хозяек, как для жареной рыбы, просто разморозил, пожарил, все. Рад приветствовать вас на своей родной Чашнинской земле. Стало более комфортно учиться, появился какой-то энтузиазм, большое желание получать много новых хороших оценок и, конечно же, лучше учиться. Много всего нового. У нас классная спортплощадка, хорошие учителя, добрые. Мне нравится то, что на Дожинках появились теперь и футбольные соревнования. Но мы играли против Бешенковичей и выиграли их со счетом 6-0. Играли мы тут против Чашников, конечно, проиграли. Против Лепеля еще гуляли, ничью сыграли в 0-0. Ну, Дожинки – это праздник хороший для людей, для спортсменов. Я приехала из Витебска на праздник, Дожинки, посетила центр. Мне здесь очень понравилось яркое, такое светлое помещение. Я думаю, что здесь очень комфортно и приятно. Очень приятно, во-первых, что тут как местные жители, я могу сказать, мы все очень ждали этого открытия. Такое красивое здание, современное, украсило нашу площадь, город. Я мама 3 детей, очень приятно, что тут есть для детей уголок. Я думаю, все вот очень удобно. Убирали всем миром реально, как оно есть. Помогали и МЧС, и военные, и милиция, и горожане. Несколько сотен единиц техники, более 600 механизаторов было привлечено. Собирать миллион на Витебщине становится доброй традицией. Это моя 4-я посевная и уборочная кампания, и мы 2-й раз собираем миллион. Я уверен, что так будет все чаще и чаще, и постоянно. Вызовом природы было противопоставлена достойная организация труда, высокая культура земледелия,
дисциплина, слаженность всех звеньев агропромышленного комплекса. Достойный праздник, который они заслужили своим трудом. Мы продолжаем традиции и чтим традиции наших предков. Это праздник урожая, он имеет глубокую историю, глубокий смысл. Мы понимаем, что мы идем в зиму, а в следующий год фактически с урожаем, с хлебом будем сыты, а значит будем веселы, будем жить. Во-вторых, это возможность сказать спасибо людям труда, тяжелого сельского труда. Вот устроить такой праздник, преобразить очередной город, который стал столицей областных дожинок. Этот год очень сложный был, потому что дожди, сыро. На комбайне работаю 16 сезонов. Очень приятно получить такую высокую награду. Еще картофель копаем, еще не выдохнули. Ну так вот, да, тяжелый был. Мы все старались быстрее убрать. Потому что с самой весны у нас было много проблем из-за дождей. Мы довольно достойный урожай получили в этом году. Уже 38-я уборочная. Уже 40 лет непрерывного стажа. Были ли у вас такие высокие награды? Было 2 раза по 5000, в этом году первый раз 6500. Эмоции, конечно, переполняют. Очень рад, что труд наш замечен, что он отблагодарен. Вот. Ну, а результат сделал, конечно, коллектив. Это 24 уборочных экипажа. Это в тяжелейших условиях убирался хлеб. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, белорусским комбайнерам, трактористам, пастухам, комбайнеры. Заодерская селянка, шаники, богатырские цыбрики. Эти цыбрики изготавливаются в деревне Богатырская Полоцкого района. У нас есть кулебяка-рыбница. Это озерная рыба, которая запечена в тесте. Но рыба непростая. Перед этим она маринуется различными приправами, которые мы собираем именно на Полочине. Но это секрет. Всегда человек связывал свою деятельность с металлом, чтобы изготавливать тоже орудия труда и даже в целях обороны, оружие, конечно, все изготавливали. И это было изготавливалось именно кузнецами. И наша задача здесь ребятам показать и рассказать, как была металлообработка 100 лет назад и как металлообработка производится в нынешнее время. Демонстрируем традиционную обработку льна, так как делали наши предки. Сначала вот мы мнем, потом мы чешем, и потом уже девушка наша придет нить. Каравай наш – это результат коллективной командной работы наших пекарей и кондитеров. Трудились они над ним 3 недели. Венчает каравай герб Республики Беларусь. Также отражено 1 000 000 тонн. Украшен он декором из мастики, стилизованными мешочками с изображением гербов районов, олицетворяющих, что каждый район внес свой вклад в 1 000 000 намолоченных Витебской области.
празднично, очень все красиво. Молодцы все. Посмотрели много фотозон, много пофоткались, весело, хорошо. Ну, мне много чего понравилось. Тут можно купить очень красивые всякие штучки. Тоже можно с кем пофоткаться, с кем подружиться, потому что люди тут добрые и отзывчивые. Очень все весело, классно, везде музыка, песни, очень много ремесленников. Настолько настроение праздничное, люди все улыбаются, всех что-то где-то как поздравляют. Город преобразился. Спасибо всем, кто участвовал, кто принимал, кто старался для нашего города. Город совсем стал другой. Масштаба такого я никогда не помню в наших чашниках. Очень все нравится, детям тем более столько развлечений, вон всякие. Праздник хороший, настроение хорошее. Каждый год стараемся посетить, поблагодарить Хабарову за их труд.